Селям алейкум, привіт усім глядачам телеканалу ОТР, які дивляться нас як у тимчасово окупованому Криму, так і в інших регіонах України і в різних країнах світу. І ми намагаємося вам давати інформацію з перших вуст і від людей, які постійно спостерігають за тим, що відбувається, як в Україні, так і навколо України на міжнародному фронті. І в тому числі це дуже важливо. Ми часто звертаємося до цієї теми, що відбувається в Сполучених Штатах навколо українського питання, навколо питання підтримки України. Ну і зрозуміло, теж нас цікавить те, що може відбувається в Російському Рейху, які там процеси йдуть на тлі цієї повномасштабної війни. І я дуже радий, що сьогодні знайшов для нас час Андрій Андрійович Піанковський. Пане Андрію, селям алейкум. Добрый день, Айдар. Рад вас видеть. Навзаєм. І Андрій Піанковський – людина, яка багато читає, багато коментує, багато висловлює думок. Тому я певен, що наша розмова буде не лише розлогою і подробною, а й і дуже цікавою, як завжди. І я переходжу тоді на трофейну мову вже. Я хочу вас, пане Андрею, попросить вас, я читаю внимательно и Твиттер ваш, и Фейсбук, что вот за последнюю неделю, она была очень насыщенная всякими и комментариями, и событиями, и скандалами, и какими-то недомолвками, и все это продолжающаяся история с немцами, это война и немцы и так далее. Ваше такое саммари событий последней, ну скажем так, недели, 10 дней вокруг Украины и вокруг войны. А уже исходя из того, что скажете, я пойму, что вас наиболее интересует, и о чем вы наиболее можно было бы вас интересно спросить, я уже буду задавать вам вопрос. Ну вот, мне кажется, самый главный итог последних дней как раз в том стоит, что вот эта история с немцами позорная, она сыграла на пользу Украине. Она вызвала такой взрыв возмущения и общественного сознания, и политикума на Западе, что как раз готовность помочь Украине современным наступательным оружием сейчас на Западе и в той же Германии больше, чем это было утром того не очень счастливого дня, 20, 20 января, когда практически сорвался 8-й Рамштейн. Мне кажется, поддержка Украины и психологическая, и политическая настолько велика сейчас, как никогда прежде. И она достаточна для того, чтобы она воплотилась в самое обозримое время, да уже практически воплощается, передача Украине того, что я бы назвал оружием победы. Между прочим, я так еще анонсировал на той неделе у меня есть еженедельный стрим по субботам, Андрей Пианковский, кстати, рекомендую подписаться на него. Тоже Я рекомендую. его анонсировал в четверг как оружие победы, потому что вот тот набор вооружений по существу, это выполнялся заказ генерала Заужного, который он сформулировал в своем знаменитом интервью журналу «Экономист» еще 2 месяца назад. Я стою в 84 километрах от Мелитополя, и я готов взять этот город, пройти этот путь, взять этот город и обрушить русскую систему обороны, но мне для этого нужно это и это. И, в общем-то, все это практически было включено в тот список, ну, который был известен уже, масса было ликаджей в интернете, ну и тем более здесь, в Вашингтоне. Там был и набор Заужного и принципиальные вещи, кстати, по расширению дальности огневого воздействия ракеты «Хайм». Это еще не «Этакмсы», но так называемые эти, как же они, ground-launched small diameter bombs, повышающие дальность воздействия с 80 до 160 километров. Все было действительно оружие победы. Произошло то, что произошло.
Но я еще раз утверждаю, вот и потому, что происходит в Вашингтоне и в других странах. Ну, мы слышали массу замечательных выступлений польского руководства, замечательную статью Бориса Джонсона, который специально приехал в это сложное время для Украины выразить свою солидарность. И, между прочим, реакция в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах царит возмущение по адресу Германии, и причем наиболее активно его выражают вот настоящие республиканцы. Не трамповская сволочь, а вот основное ядро республиканской партии, такие принципиальные рейгановцы. И Мгм. очень важное назначение произошло на этом фоне. Новым, ну, известно, что республиканцы сейчас обладают большинством в Нижней Палате, и, соответственно, все назначения идут в председателя комитета. Так вот, председателем комитета назначен, назначен Майк Маккол, очень зарекомендовавший давно себя друг Украины, и также, как оказавшийся в эти же дни в Киеве Линдзи Грэхэм, и лидер республиканцев Майк Митч, они все потребовали от администрации Байдена, что да, ну и мы понимаем, конечно, что с точки зрения логистики, всего обучения персонала, ремонтной базы, конечно, массовая поставка Вагнеров, извините, леопардов, ошибка по Фрейду, Мгм. леопардов, она более разумна, чем Абрамсов. Но если уже если эти гребаные немцы так водят, так пошлите им в глотку 20-30 Абрамсов, сколько угодно. Короче, вот это то, что утром 20-го казалось нам неудачей и поражением, обернулось победой. И это, мне кажется, самым главным итогом прошедших. Вот сколько сегодня, что у нас, 24-е, 20, Это, да, да, 25. вот этих дней после Рамштайна. Ну, что сказать, пан Андрею, я могу только согласиться с тем, с вашими выводами. У меня только один вопрос. Вот вы человек более мудрый, и взрослый, и опытный. Вот вроде бы, да, Германия уже встала на путь исправления. Вроде они сказали, что у них нет Речь Штайнмайера мы все помним. да, вроде бы, как бы дурдом закрылся, вот этот газпромовский, да, где под газом все были долгие годы, и как бы вроде политическая элита встала на путь исправления, так сказать, да, и вдруг такая отрыжка меркелевщины, такой махровый, тухлый меркелевщины. Это Шредеровщина еще даже, я бы Ну да, сказал. да, это еще с Шредером началось. Но просто неужели немецкая политическая элита настолько слепая, и она настолько уже прогнившая и настолько неадекватная времени, что они не понимают, что сейчас стоять плотиной на пути человечества, на пути помощи Украины, это подписывать себе политический приговор. Какая вот по-вашему причина? Тут версии могут быть вообще разные. От продолжающихся коррупционных связей там, до, там, я не знаю, там, надежд на замирение с Россией, с Путиным или не без Путина, там, и так далее. Вот эта бюргерская осторожность, да, до просто какой-то феерической левацкой дури. Вот к чему вы склоняетесь? Ну, вы знаете, здесь два человека сыграли. Это Олаф Шольц и вот эта новая фигура, как я его называю, как же он фамилия-то называется, Пиздориус. Значит, это разные люди. Олаф Шольц, между прочим, вот на том фестивале солидарности с Украиной, в который превратился Давосский экономический форум, он уже потерял такую приставку экономический, это был форум поддержки Украины. Удивительный, там один за другим поднимались лидеры государств на трибуну, говорили, не победа, наша задача только победа. Вот как прекрасно выступала эта Санна Марин, премьер-министр Финляндии. Она говорила, мы не знаем, когда закончится эта война. Мы знаем только одно, что она закончится победой Украины, потому что у нас нет другого выбора. No other options. И это было рефреном, эта мысль. Да сам Шольц на этой трибуне Давоса сказал то же самое, что единственный путь к миру – это поражение, это поражение России. Значит, что с этим Шольцем?
Он вот типичный такой представитель худшего образца современных политиков. У него это противоположность таких людей, как Борис Джонсон или та же Анна-Лена Бербак. У него нет, это не визионер, он не может вот понять, он повторил вот эту формулу, что нужно поражение России, потому что он находился в той тусовке, которую повторяли все вокруг. Ну и он то же самое сказал. Но это он не прочувствовал это глубоко, как вот те люди, о которых я говорю. Для него это тот политик, который ориентируется на опросы общественного мнения. А вот он знает, что за передачу танков 46% немцев, а против передачи 43%. А ему нужно учитывать, он хочет иметь высокие рейтинги, удержаться на посту канцлера, который он в глубине души чувствует, что он там случайно оказался, и это место ему совершенно не по плечу. И он не может как бы поссориться с 43%. Поэтому он так маневрирует. Он понимает, я думаю, что даже э, утром 20 он понимал, что все равно эти танки придется отдать, хотя и не предполагал такого взрыва возмущения. Кстати, я думаю, что это может, если он будет только попробует что-то продолжать, сопротивление. Я думаю, Анна Елена, наша большая подруга, она настроена очень решительно. Собственно, у нее есть возможность сформировать другую коалицию. Свободные демократы и зеленые, они могут объединиться с КДС, и у них эта коалиция будет иметь большинство в Бундестаге. А там твердая позиция за Украину. Есть две путинские партии, одна фашистская, другая коммунистическая, они абсолютно куплены. И вот оказывается, что в социал-демократии, ну, это я покончил с Шольцем. Как он был ливерной колбасой, там так и остался. Такая нерешительная, жалкая и, в общем, даже безобидная фигура. А вот второй мерзавец, ну, я все понял еще... Нет, я скажу так. Я стал подозревать, что за 3 дня, что, возможно, такая э, зарада, когда ознакомился с его биографией. Ну, он же 10 лет председательствовал на всех советах германо-российской дружбы, не пропускал ни одного форума в Санкт-Петербурге. И когда я его видел вооруженным, все было ясно. Там 2 слова на лбу написано. Одно слово КГБ и второе слово «Газпром». Вот с этим человеком абсолютно ясно. Ну и не могло не остаться вот таких закладок внутри американского политика, немецкого политика, тем более немецкой социал-демократической партии, несмотря на искреннюю речь Штайнмайера. Это было покаяние ни одного человека. Это достаточно характерно для значительной части немецкого политического класса. Ну и вот еще раз повторю, к лучшему, что вся эта зараза вылезла наружу перед решающими Мгм. событиями в войне, перед ее последним этапом, как в Германии, так и в остальном мире. А, кстати, в остальном мире по существу я и не видел даже каких-то следов поддержки вот этой немецкой выходки. Еще раз, потому что как раз очень важно, что республиканцы твердо проявили свою позицию. Но я всегда говорю, что ничего не изменится с получением большинства республиканцами в Палате общин. Я сам старый республиканец, если хотите. Так вот, трамписты – это не республиканцы. А трамписты как раз потерпели жестокое поражение на этих выборах, потому что они как раз сорвали вот эту красную волну республиканцев. Трамп лично назначил там, в ключевых штатах 13 своих законченных придурков, типа таких же, как вот эта сумасшедшая баба Грин у него, или его Геббельс, Такер Карлсон. И все они провалились на выборах. На выборах провалились в американских штатах. Поэтому вот очень хороший знак, еще раз повторю, для людей, не погруженных глубоко в американскую политику, вот назначение такого верного друга Украины Майкла Маккола на ключевой пост председателя комитета по иностранным делам. Но вот тем не менее, Андрей Андреевич, тем не менее, с этой своей группой МАГА
ну, так устроено, просто Конгресс устроен, да, он сумел там чуть ли не, ну, так бывает в демократических странах, что какая-то меньшая группа шантажирует большую группу, да, вот и это выборы показали, ну, главы палаты представителей, Ну спикера. да, без них невозможно было спикера Да в выбрать. том-то и дело, да. А как это в дальнейшем будет работать? Вот они, вот бюджет же Нового года будет обсуждаться летом, по-моему, в сентябре он или в августе принимается, я боюсь ошибиться, да? Не поставят ли эти маги пророссийские палки в колеса поддержки Украины? Или все-таки это уже Ну, невозможно? их 30-40 человек. Их как было 30-40 человек, и это все показывают предыдущие голосования в прежнем составе, их и сейчас там. Это самый Маккарти. Да, он такой умеренный трампист, но он вообще он не про Украину. Его эти вопросы не очень интересуют. И он такой же вот типа Шольца, держащий нос по ветру. Ему нужно ведь, его какое положение? Ему нужно, чтобы пролезть в спикеры, чтобы за него и трамписты проголосовали, и регановцы. Ну вот он выбрал такую формулировку. Да, эти трамписты орали же. Трамп лично всю избирательную кампанию провел под лозунгами «Байден нас ведет к Третьей мировой войне, к ядерной своей поддержке Украины, тратит миллиарды долларов, в то время как у нас инфляция и так далее». Он выбрал такую линию, которая позволила ему пролезть в спикеры. Я за поддержку Украины, но, естественно, за строгий контроль поставок вооружений. Вот это одна из он был вынужден сделать эту уступку, но это любимая закватка трамписта, да почему не трампист, это закватка уже чисто путинская. Ну, помните, началось это какая-то сумасшедшая этническая украинка, мы все так гордились, что вот украинский народ представлен в Палате представителей, есть дочь украинских иммигрантов, как ее, Виктория Спарц. Оказалось, наглейшей путинской закладкой еще до сих пор. Вот она поднимала эту тему о том, что вся помощь военная разворовывается и продается в третьи страны, в Арабский Восток и так далее. Кстати, вот в Конгрессе трамписты потерпели поражение, а из украинских медиа нам с вами так и не удалось эту нечисть вычистить. Ну да, это, знаете, это как какой-то грибок или как, я вообще не знаю, вот это такие вши, которые никак не отклеются. Они продолжают пропагандировать Трампа уже когда Трамп стал открытым врагом Украины и всего вообще нормального человечества. А у вас есть Да нет, объяснение? самое интересное, он уже не актуален в американской Ну, в том-то политике и дело, даже. да, что он уже Он уже... давно не тот, но может быть что-то там осталось у них, я не знаю, Нет, там. но сейчас это из них вывалилась уже пропаганда не Трампа, а Путина, наверное, сам. Ну вот один из этих шей на днях наконец объяснил, почему у них это закладка такой темничек, где ленд-лиз, Мгм. почему не дают ленд-лиз, какой-то бред. Какое нам дело, по каким бухгалтерским книгам американцы калькулируют свою помощь? И мы все с вами, кто больше нас с вами критикует того же Байдена за недостаточную помощь. Вопрос в том, больше танков, больше самолетов. Давайте это, а как это американцы проводят по своим бухгалтерским книгам, это совершенно не важно и нас не должно интересовать. И вот когда ему задали вопрос, а почему это так важно для вас, он, наконец, объяснил. Оказывается, вы знаете, вот это очень интересно. Ну, в ту же линию основную. Оказывается, по ленд-лизу, если эти оружия значит, оформлять как ленд-лиз, то они даются не в собственность Украины, а во владение. А вот то, что сейчас происходит по специальным законам, принимаемым там раз в год на следующий финансовый год, это сейчас передается в собственность. И это вот позволяет украинскому руководству продавать это оружие куда-то в третьи руки, возможно, на Арабский Восток и То так есть, то далее. есть Вот, уже, то есть уже уже абсолютно стопроцентно путинские нарративы отрабатывают. да, но это, А конечно. вот есть, я, ну, может быть, это не стоит говорить, но я же вижу
как это поощряется одним очень популярным каналом «Фабрика новинок», так он, кажется, называется. Ох, Андрей Андреевич, если бы только одним. Я вас уверяю, что я этих персонажей, не хочу их упоминать и популяризировать, вижу на очень многих украинских каналах, при этом исповедующих вроде как разные даже политические силы, ну как бы политические векторы. К сожалению, я могу потом прислать скриншоты с удивительных каналов патриотических, где украинских, где, ну для меня это просто нонсенс. Я когда это вижу, у меня всегда челюсть отвисает. Ну, потому что на конспирологические теории, как мухи на говно, слетается зритель. Слетается зритель, дает лайки, Да, дает да, просмотры, дает да, да. бабки, и все. Да, я думаю, что это циничный расчет такой редакторский какой-то. Сидят редакторы, и как будто ничего не происходит. Хотя я вот, знаете, я все эти годы в Украине, я просто, ну, не кричал, но говорил, часто и повторял, как попугай. Там мне говорили, что ты там лезешь. Я говорю, ну, мысль о том, что Украина не должно существовать, и содействие этому процессу не является другой точки зрения. Мысль о том, что вашего ребенка или вашу мать нужно убить, или каким способом это сделать, не является свободой слова. Этим занимались и занимаются до сих пор. Но я единственное, что в этом плане успокаивает, что влияние у них, конечно, все меньше. Потому что все больше вообще фамилию Трампу вспоминают только вот эти душевно больные, которые там до сих пор не прививаются от ковида там или какие-то еще люди. А основная масса, в принципе, это, конечно, Байден, Байден, Байден. И он Эктор является в этой истории, и по факту они все равно сходят со сцены, несмотря на героические усилия некоторых там редакторов, некоторых многих телеканалов украинских, которым я в глаза уже много раз говорил, и прямо, и в эфирах, что Ну, прекращают. я бы не стал затрагивать тему, но мне важно было подчеркнуть вот это позитивное развитие событий Да. в Америке в ответ на немецкую акцию. В общем, позиции Украины заметно укрепились за вот 3-4 дня прошедшие. А что вы скажете? Вот у нас тут внутренние скандалы сейчас идут. Тут по одного замминистра взяли с взяткой, там другого в Министерстве обороны там скандал с закупками, разные там мнения и так далее. И у нас тут стоит тоже определенный вой, у нас тоже это любит все, значит, зрада, зрада, зрада. Я всем говорю, что это не повлияет потому что ставки слишком высоки на войну Украины против России, да, на победу, да, что я не думаю, что это оказывает какое-то решающее воздействие, все эти скандалы, как бы их ни подавали, и как бы их ни... Я ничего не говорю, я не знаю, имеют они под собой такую большую, но все равно это, мне кажется, это не тот вопрос, который остановит военную помощь там или что-то такое. Нет, ну, вообще, мне, как гражданину государства-агрессора, вообще не пристало в такие внутриукраинские дела вторгаться. Но вы задали вопрос конкретный относительно парадоксальный даже наоборот, потому что есть такая школа в Америке, ну, она даже доброжелательная, скорее, в Украине, но они давно разбивают такой нарратив, что, ну, естественно, Украина, как любая постсоветская страна, была чудовищно коррумпирована. И война-то все это вычищает скорее. Ну вот, все время, да, у горячих сторонников Украины, ну, какие могут быть более горячие, чем наш штаб по существу в Вашингтоне, это Atlantic Council. Atlantic Council — это наш. Там тоже раздаются голоса, что замечательно, героически сражается Украина, она стала лидером свободного мира, но вот хорошо бы еще усилить борьбу с коррупцией. Ну вот когда они слышат там, я не знаю, действительные или мнимые, или настоящие, или то есть вот такие сигналы, что еще кроме того, что мы переламываем российского агрессора, угрожающего всему миру, что кроме того мы боремся еще и с коррупцией, это только позитивное впечатление производит в Вашингтоне. Я хочу перейти к тому термину, который ваш термин, оружие победы. Что это такое по типам вооружений, да? Ну, мы примерно уже представляем себе угрозу, и, наверное, и об этом были разговоры и Бернса, главы ЦРУ, там и другие разговоры Милли с Залужным в Польше, где они встретились, да, буквально тоже вот не так давно.
Каким может быть российское наступление? Наверное, разным, и с разных сторон, и с отвлекающими, с основными маневрами. Это все, наверное, разведка обсуждает. Мы не это сейчас будем обсуждать, но главный их как бы козырь, который они выкатывают сейчас вот там, сосредоточив на этом узком участке, я вот там был недалеко на Новый год, да, и представляю себе вот этот крик, ну, от Изюма там на юг и там до, понятно, до Авдеевки и так далее. Я примерно так обрисовываю эту линию, да, ну, это Донецкая область, там чуть Луганская. Вот. Они воюют реально, реально огромным количеством живой силы, да, и они козыряют этим, и Шойгу говорит, мы призовем миллион, 2, 3, 5, 10, до 20, там, если надо, под ружье поставим, да, и все равно мы победим, да. Вот что является оружием победы против такого врага, против врага, который, во-первых, стирает с лица земли города. Просто я вот там едешь, там ни одного целого здания нет. Огромные, хорошие украинские села, города, да, и многоэтажные, и одноэтажные. Просто ну, это ужас. Это реально Сталинград. Вот то, что я там увидел. Мы ездили просто вот так вот смотрели, думали, это просто не люди, да, просто стирают с лица земли все, да. И пускают огромное количество вот этих зэков, там говорят уже цифры статистики, там погибших и так далее. Вот что может что может из того, что американцы нам хотят и могут предоставить, и европейцы в этих пакетах помощи, да, снивелировать это их преимущество численное и главное преимущество, и что им не жалко своих солдат, да, что может снивелировать их и помочь украинской армии, которая так не воюет, да, противостоять вот такому безумному, жестокому, абсолютно аморальному и, ну, можно бесконечно их называть по-разному врагу. Ну, во-первых, есть еще другое преимущество, то, которое еще сформулировал генерал Заужный в своей предыдущей статье в сентябре, вы помните, это безнаказанность Да, бескарность, огневого да, воздействия, да, да. безнаказанность огневого воздействия. Вот это, кстати, решительная, очень важнейшая составляющая вот этого оружия победы. И еще раз я хочу подчеркнуть, в всех официальных документах по Рамштайну, опубликованных накануне, была такая графа «Дополнительные боеприпасы к Хаймерсам». И американцы разъясняли, и мне это известно в Вашингтоне, и в Киеве это хорошо известно, имелось в виду вот эти то оружие, которое они называют наземные бомбы. Я уже его назвал, это Ground Launch Small Diameter Bomb. Это по существу ракеты к тем же «Хаймерсам», вдвое увеличивающие дальность воздействия. Ну, мы сейчас, наши это 80 километров. И сейчас Украина, насколько я полагаю, никто меня пока не опроверг из официальных киевских властей, теперь мы обладаем ракетами дальностью 160 километров. Это очень важно. Я думаю, что это было согласовано, кстати, хорошо, что вы об этом напомнили. Это вот очень важное событие. Оно для меня было наравне вот с той демонстрацией всемирной поддержки Украине на Давосском форуме. В эти же дни, по-моему, буквально да, в то время как все там главы государств выступали и клялись в победе Украины, была рабочая встреча двух полководцев, генерала Милли и генерала Заужного. Они встречались где-то на украинско-польской границе и беседовали в течение 4 часов. Ну, для того, чтобы согласовать параметры этого Рамштайна, им не нужно было встречаться. Это по телефону можно говорить. Главнокомандующие, они встречались такого уровня, они работали над картами. То есть Безусловно. вот это, отвечая на вопрос о победе, вот это союзничество с Соединенными Штатами перешло на уровень совместного планирования военной операции. Ну, а решающая военная операция, как она была сформулирована, Заужным в интервью Economist, так она и осталась. Это взятие Мелитополя. Действительно, все военные эксперты в один голос говорят, утверждают, что это действительно так. Самое слабое звено в системе российской обороны. Выход на побережье, автоматически
Крым и оккупированная часть Херсона превращается в громадный котел, ну, это катастрофа военная для России. Генерал Заужный очень скромный сформулировал набор необходимый ему. Для этого мне нужно, он сказал, он перечислил, ну, мы все помним наизусть, Да. 700 танков, 600 бронетранспортеров, 700 гаубиц. Но все это у него уже сегодня есть. Я считаю, я имею в виду, что танки будут. Они просто не могут не быть. Мы читали все заявления поляков, вчерашние, сегодняшние, да да, упомянутый же мной замечательный министр иностранных дел Германии Анна Елена Бербок заявила, она ответственное лицо, что Германия ни в коем случае не будет препятствовать использованию этих танков другими странами. А этих танков в Европе 2000. Они находятся разбросаны по 14 странам. Так что я думаю, что генерал Заужный получит больше, чем 300 танков. Ну, тем более, кстати, так уже со всеми этими новостями прошло мелкой строчкой, что 170 советских танков Вы предоставляется. знаете, что какой процесс интересный? Я вот узнал буквально, ну вы тоже, наверное, читали, что, видимо, по просьбе Соединенных Штатов Америки, правительства Соединенных Штатов, Марокко передало Марокко, да, свои 20. танки, которые они заранее молча отправили в Чехию. В Чехии их обновили, Т-72, кажется, да? И вот они прибыли в Украину, марокканские танки. Это еще один показатель того, насколько изменилось отношение к этой проблеме на Западе. И, кстати, вот не случайно, это очень правильный шаг. Вчера, по-моему, было объявлено, что Столтенберг награжден, я не знаю, как это, или почетное звание, или медаль, или диплом от Верховной Рады, как большого друга Украины. Он лично громадную роль сыграл за последние 2 месяца как раз в трансформации вот этого сознания западного политикума, начиная свои замечательные выступления в Бухаресте на встрече министров иностранных дел членов НАТО 23 ноября, по-моему, когда, отвечая на вопрос, а не слишком ли большую цену мы платим за поддержку Украины, он говорит, да, но мы платим деньгами, а украинцы платят кровью. И если они не устоят, и Путин приспеет, нам придется платить эту цену кровью, нам, понимаете? И вот эту мысль он продолжает чуть ли не каждый день сейчас, выступая в разных формах. И это очень важно, ведь это такой классический бюрократ, он же генеральный секретарь НАТО, он никогда ничего не скажет, Ну если да, за... вроде бы такая должность, Андрей Андреевич, что он должен балансировать, там же и Турция в НАТО, и Франция в НАТО, и разные там всякие страны, да, то есть, Раз он такую форму произносит уже 3 месяца, он знает, что за ним стоят уже все лидеры стран. Ну и, конечно, это тот самый Столтенберг, над которым мы с вами издевались в ноябре-декабре, который нас доводил вот этими ежедневными своими пресс-конференциями. Мы ни в коем случае не будем, наших солдат не будет на земле в Украине, сапога НАТО. мгм. Мы не будем в ноу-флай, мы вот это вечных, мы не... И Байден тогда же тем же самым отличался. Мы не будем это, не будем. Теперь они поняли, что такие подходы только провоцируют Путина. Никакого внимания его так называемого. Они поняли, что это блеф полный, этот ядерный шантаж. Ну, Запад очень вырос за последние месяцы. И вот я даже не знаю, какое событие в большей степени это продемонстрировало. Это вот беспримерная солидарность Украины на высшем уровне в Давосе или вот такая реакция на, на, на немецкую выходку. Ну там до Так этого вот, еще был возвращаясь к вопросу о теракт в Днепре победе. еще был, да. Возвращаясь к вопросу о победе. Вот это бронетанковая. Конечно, ракеты дальности. Вот сейчас почему это очень важно, 160. Я напомню еще одну цитату из, из интервью Заужного «Экономиста». Он тогда объяснял, почему ему нужен Мелитополь. Ну, сам по себе, конечно, он ему нужен, это взламывает российскую систему. Но он сказал, из Мелитополя я смогу обстреливать Крым своими ракетами, которые у меня есть в дальности 80 километров.
А сейчас у меня нет такой возможности. А потом его продлили с 80 до 160. Значит, он Крым достает сейчас, включая Крымский мост, уже не из Мелитополя, а из того места, на котором он пока стоит. А он еще долго на нем останется, потому что ведь это наступление, разумеется, которое они спланировали вместе с Мили, но его группа начинает до того, как придет вот вся эта армада, и танковая, и, кстати, авиационная. Вот. Мы Хотел забываем, про самолеты. столько прекрасных новостей было за последние дни. Да, они, вот поток этих новостей начался где-то с 4-5 января. Вот я закончу с этим западной части, и потом у нас еще время осталось, стараюсь ответить на вторую часть. А как это все воспринимается в Москве? Вот. Вот. Да. Так Голландия заявила, что она готова передать и просто передаст самолеты. Голландцы просто молодцы, как и эстонцы, как и датчане. Прекрасные просто примеры. Про Это поляков. какие, вспомните голландцев несколько лет назад, Да, самые которые, пророссийские были, которые самые, да. подлейшим образом отказывались ратифицировать соглашение об ассоциации Так европейского, они своих, соглашение, своих погибших продали то фактически. соглашение, на которых люди умирали Да, на да, да, да. Майдане. Но они ж фактически отказались от сбитого самолета, от своих граждан, да, и казалось, что это самое слабое звено в Европе. Ну Оказалось, вот что нет. это показатель того изменения сознания. Ну, вот поэтому у меня, конечно, такие эмоциональные качели. Конечно, нас всех расстроил этот Рамштейн, но вот та реакция на Рамштейн, она, наоборот, показала нам те громадных результатов, которые достигла Украина. И вот Зеленского, я хочу процитировать Зеленского в Верховной Раде, но он говорил там вещь, которую я скажу, мы с вами повторяем давно уже, больше года. Но мы-то безответственные блогеры, а президент Украины Владимир Зеленский мог эти вещи говорить, понимая, что неправильно будут восприняты его коллегами и в Белом доме, и в Брюсселе, и в Париже, и где угодно. Он это произнес, эту речь как раз после возвращения из Вашингтона. И он сказал тогда, это мой любимый тезис, можно прошерстить по моим статьям всем, что Украина стала лидером свободного мира. Он сказал, мы моральным лидером свободного мира. Мы помогли, позволили Западу раскрепоститься, сбросить с себя оковы. Дословно, мы научили Запад не бояться русских, не бояться русского шантажа. Он мог сказать эти слова только вернувшись из Белого дома, понимая, что именно так сейчас это ощущается и в Белом доме. А, кстати, с чего начинал этот Белый дом? 1,5 года назад саммит в Женеве, вы помните? Байден под диктовку Путина произносит заключительную фразу, что Зеленский должен выполнять Минские соглашения, так как это ему советуют мои большие друзья, крупные государственные деятели Меркель, Макрон и Путин. Вот с чего мы начинали. Украина и дипломатия, и вооруженные силы. И, конечно, замечательный министр иностранных дел. Я шаг за шагом видел эту борьбу, но без успехов вооруженных сил этого уже не было бы никогда. Еще летом прошлого года основной нарратив был в Вашингтоне такой. Да, конечно, это чудовищная агрессия. Украина героически защищается. Но вы же понимаете, Украина никогда не сможет победить русских. Никогда. Поэтому давайте все-таки подумаем о том, чтобы не тратить жизни тех же украинцев, наше оружие, деньги. Договоримся о каких-то территориальных уступках. Ну, это база 16 июня в Киев приезжает тройка, европейская тройка с итальянским планом мира. Это был господствующий нарратив. Мы прошли громадный путь, и обратной дороги нету. И вот тогда позвольте мне немножко к Москве, потому Да, что хотел там, как раз вас пораспрашивать. Но особенно, конечно, всем понравилась система ПВО, демонстративно поставленные на зданиях в центре Москвы. Хотя нормальный человек никогда этого не сделает, ПВО, ну, так не ставят. Это что-то вообще странное было. Ну, и это просто я свое основное впечатление сказал, а дальше вы много об этом пишете, говорите, что вы видите. ну вот,
поток новостей очень позитивных, как вы помните, начался где-то с 4-5 января, и он не прерывался. Это не только о поставках оружия, это о трибунале, о военном преступнике Путина, все это. Ну, вот что касается же противовоздушных, но они же читали те же материалы, которые я здесь в Вашингтоне читал. Они знали, во-первых, что дальность нашего огневого воздействия э, она с 80 увеличена до 160. Это очень важно, но к Москве это как бы не относится. А тут, Но знаете, ведь, секундочку, я вам расскажу. Тут у нас волонтеры собрали флот беспилотников на 800 километров дальность максимальная. Вот. Так что и они ну, объявили об об этом. этом они тоже знают, да, они об этом тоже знают. Ну и кроме того, в Вашингтоне же все время шли слухи, никуда не делась эта тема этаксов, что будут переданы этаксам и так далее. Ну, популярное такое объяснение, что это якобы запугать свой народ, что вот идет война священная. Ну, этот мотив присутствует. Но прежде всего, ну, я знаю Путина хорошо. Я все-таки его изучаю. Это трусость, это страх. Вы обратите внимание, там, ну, прежде всего, вокруг всех его резиденций. Там не народ нужно пугать. Это просто он запуган до смерти. Там и на Валдае, еще где-то. Но что самое главное, основной, вот где-то начиная с 5 января до 20 января, если мы проведем частотный анализ всех выступлений на пропагандонских каналах, на пропагандонских этих самых телеграфах, основная частотность, основное слово будет поражение. Поражение, 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 поражение. Сначала первую неделю так. Но мы же не можем, ядерная держава не может проиграть. Нет, не может ядерная держава проиграть. Мы, значит, запустим Посейдон, он взорвется у Британских островов, он там зальет всю Британию. Есть там у них, выполняет роль таких осторожненьких, два действительно профессиональных военных эксперта среди пропагандонов. Это генерал Бужинский и полковник Ходоренок. Они как-то робко. А вы знаете, ведь у англичан ведь есть все-таки там 4 Трайдента, это 64 ракеты, там, боеголовки, да, там. То есть может снести там десяток городов российских, всю промышленную базу уничтожить и так далее, так робко. А вот Соловьев, по-моему, ну мы же не дурак, нет, по-моему, это генерал Андрей Гурулев ответил на возражение. Ну мы же не дураки, мы же сначала уничтожим их ядерное оружие, а потом будем уже по Лондону Да пулять. вы что, ребята? Ой, ой. Но ко второй неделе дискуссия изменилась. И вот самое главное. Ну, первый звоночек был Маргарита Симонян. Я ее выставил в Твиттере. Э, Она рассуждает, что она отвечает э, ой, столько тем, что не успею все. Я же самое главное не рассказал о войне двух ЧВК «Генеральный штаб» и ЧВК «Вагнер». Это мы Это успеем. Вы расскажите про пропаганду, закончите. Это так правда про интересно. Симонян, ну, вот и она мне напомнила о самом главном, потому что Пригожин тут потребовал YouTube закрыть. И она накинула, что она играет на стороне ЧВК «Генеральный штаб», и она закричала, ну как, что YouTube? Да вы не понимаете, что они одним пальчиком все у нас могут отключить. Они отключат все наши телефоны. Я, говорит, уже говорила с людьми близкими к начальнику. Мы даже на кнопочные телефоны перейти не сможем, потому что сотовая связь там тоже зависит от них. То есть они бросят на... Вот они кричали еще, весь декабрь они кричали, помните, любимый тезис, когда их пригрозили, что за ядерное оружие Путина просто убьют, они начали, да нам и не нужно никакое ядерное оружие, мы Украину в каменный век своими конвенциональными ударами в туре. А теперь, да они нас в каменный век, они нас в 87-й год захреначат. И делать нечего, и что же, мы совершенно не приготовились ни к чему. Ну, это так, была такая истерика такая некая. А потом пошли интереснейшие, вот сейчас, внимание, внимание, барабанный бой. Новая методичка, где-то уже буквально перед Рамштайном. Это было
17 или 18 несколько человек, причем самых отъявленных негодяев, таких законченных, таких матерых русских фашистов, которые кричали: да, Украину уничтожить, нет такого государства. Россия не может, да, продолжается тем поражение, поражение. Нет, нет, Россия не может проиграть. Ну, предположим даже, мы отойдем на наши границы 1991. Ну и это будет нашей великой победой, товарищ. Мы сожмемся, как пружина, и мы будем еще больше ненавидеть Запад и бандеровских неонацистов. Это не будет нашим поражением. Мы, и еще интересный мотивчик, мы не поддадимся на провокацию Запада, мы не позволим втянуть нас в разрушительную ядерную войну. Вы понимаете, что такие вещи с очень большой санкцией наверху делаются? Вы знаете, утром 20 у них наступила маленькая эйфория, и вот пока вот этой замечательной капитулянской методички я больше не слышу. Ну, уверен, услышу через несколько дней. Нет, ну это запасная, они всегда так, ну как бы Это для первый отхода пробный, позиции делают. первый, но это Да. уже очень серьезно. Это надо отдать должное, да. Это даже то есть отказ от Крыма, то есть от Ну, на самого 90, даже, русского, да. предположим, это все равно будет нашей великой победой. Мы уже слышим речи. Товарищ Путин совершил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе. Он не рассчитал определенные моменты по состоянию здоровья. Он вынужден, товарищ Си прислал за ним самолет, он где-то в древнем китайском монастыре лечится. Мы вынуждены отойти на границе 91-го. Но это все равно наша великая победа. Мы сжимаемся, как пружины, и больше... Вот это Но мы... вообще, Андрей Андреевич, действительно, никто им даже и границ 91 года совершенно им история не гарантирует. Вот поэтому, может быть, это и действительно максимум, на что они могли бы рассчитывать. Вот, если так забегать вперед. Расскажите, пожалуйста, про эти частные армии, о чем вы хотели. Вот у нас 5 Да минут нет, ну осталось. это очень серьезное событие. Я утверждаю, я об этом писал, вы, наверное, тоже читали, что в ночь с 10 на 11 в бункере произошел мини-военный переворот. Ну, сначала, так сказать, предыстория. Ну, в любом фашистском режиме, когда он терпит поражение, возникает вопрос, кто виноват, фюрер или генералы. Ну, Мгм. помните, как Сталин расстрелял 50 генералов в июле 1941 года, заговор генералов против Да. Гитлера и так далее. Та же проблема в этом бункере. И Путин где-то уже в марте, если я не ошибаюсь, ну, после первого вот жеста доброй воли, поражения под Киевом, спустил с поводка двух псов, владельцев частных армий, Пригожина и Кадырова, ну и они начали произносить такие тексты, что генерал Шойгу, генерал Герасимов, бездарные, коррумпированные руководители не подготовили армию к войне, их нужно снять погоны босиком рядовыми на фронт, искупать кровью свои преступления и так далее. Под это дело фактически Герасимов был отстранен от руководства, создана должность главнокомандующего специальной военной операции, поставлен подельник Пригожина и находящийся у него на полном содержании генерал Суровикин. Эти два военных преступника еще сблизились в Сирии, где они себе заслужили вообще на смертную казнь через повешение оба. Вот. И после этого атаки Пригожина только продолжались. Потом он назвал уже генерала Герасимова, извиняюсь за выражение, но моя роль патологоанатома требует точности. Он назвал его пидором и продолжал эти атаки. А, а, а Путин через 2 дня после такого оскорбления, которое в этой уголовно-гомофобной среде является несмываемым, демонстративно, лично вручил Суровикину какой-то там орден Святого Георгия. То есть показал, кто для Путина Питер, а кто для Путина Георгий. Ну, это святой и святой еще. Ну, то есть этим судьба
генералитета все было решено. Их просто назначили, их послали, как был такой мем в гражданской войне, отправить в штаб Духонину. Но я бы сказал, что их отправили в штаб Павлову. Ну, то есть ясно, что они назначены ответственными за неудачи войны. Но они не стали дожидаться своей участи. И вот это я называю мини-военным переворотом. В бункер вот эти два, извиняюсь за выражение, пидора пришли и заставили Путина сместить Суровикина и поставить во главе операции Герасимова. Это заслуживает названия. Даже не мини, я бы сказал, даже миди-военный переворот. Какие аргументы они использовали? Я примерно догадываюсь. Разговор был довольно откровенным. Они ему просто показали, принесли ему папочку с высказываниями, с акциями Пригожина, которые свидетельствуют, что амбиции того простираются гораздо дальше, чем лавры такого великого русского военного полководца. Он берет на себя прерогативы и первого лица в государстве. Ну, его неоднократные обращения к Зеленскому, такой тональности, отличной, скажем так, от официально пропагандистской. Его заявления вообще там о ходе войны, о уважительные оценки боевых качеств украинской армии, проброс такой фраз, что война рано или поздно закончится, но он из себя лепил такого крупного государственного деятеля. Я думаю, это Путина убедило. Был подписан приказ, и на следующее утро ошеломленному народу сообщили, что никакого Суровикина уже нету, есть Герасимов, а Суровикин направлен даже более оскорбительно, чем по адресу русского корабля, он направлен в заместителя Герасимова. То есть если по определению Пригожина Герасимов пидор, то Суровикин уже в пидоренка превращен. Да, я хочу Э, заметить нашим зрителям, что это не ругательства никакие. Мы тут не ругаемся, это терминология, которая используется нашим врагом. э, Военно-политическим руководством нашего Да. врага. Мы должны понимать их замыслы. Ну, это конфликт, опять же, вот как в любой фашистской системе, вот этот конфликт, кто виноват, генерал или фюрер, конфликт между рейхсвером и штурмовиками, он же был запрограммирован в гитлеровской системе. Это была знаменитая ночь длинных ножей. Да, но когда Гитлер Рема убрал чужими руками. Тогда картинка то же самое. К нему пришли генералы и потребовали его брать Рема, ближайшего друга, говоря штурмовиков, которые вот много сделали для того, чтобы привести. И Гитлер повел себя как настоящий фюрер. Он выбрал одну из сторон, принял ее, реализовал, он поручил Рему пистолет с одним патроном, и тот в камере застрелился, воскликнув «Хайн Гитлер». Советские генералы, когда их расстреливали, кричали «Да здравствует товарищ Сталин!», вот, а Рэм кричал «Хайн Гитлер». Но у нас-то Рэм оказался покруче, а Гитлер пожиже. Пригожин с этим не смирился. Он протестовал публично. Вы помните, это целую неделю продолжалась его битва с Министерством обороны. Каждый из них по 3 раза брал солидар, объявляя, что это взял он, а не другой. И он потребовал встречи с фюрером. И на встрече с фюрером он взял частичный реванш. После встречи с фюрером фюрер заставил военных выпустить унизительный для них релиз, что да, на последнем этапе уличных боев в Солидаре большую, даже решающую роль сыграли мужественные, героические, патриотические бойцы Вагнера. То есть эта битва, она не закончилась. И проигравший в них пока только Путин, который впервые за 23 года своей политической карьеры, своей власти потерпел два аппаратных поражения. Сначала генералы нагнули его, заставили вернуть Герасимова и снять Суровикина, а потом его частично нагнул, казалось бы, не сломленный, казалось бы, уже был сломленный Пригожин. Эта борьба будет продолжаться, и она только фрагмент вот той борьбы, которая сейчас развивается в российской так называемой элите. Ведь вчера я узнал, что и я всегда говорил 10, а вчера меня поправили, уже 27 частных военных компаний создано
даже Шойгу, ну это совсем верх абсурда. Министр обороны есть частной компании «Щит». Очень показательно ближайший к Путину мультимиллиардер Тимченко создал свою компанию «Редут». Они не для войны с Украиной. Для войны с Украиной не нужны компании. Они поняли, все ведущие игроки поняли, что война с Украиной проиграна. И они решают две цели. Ну, первое – обоснование для глубинного народа. Это вот мы воевали с НАТО, и мы отошли на границу 91 года, и теперь зажмемся как пружины и будем ненавидеть. Но и им есть чем заняться. У них обрушивается вся российская триллионная собственность. Ну, Путин, безусловно, как первое лицо, не переживет поражение политически, то есть непосредственно Путиново окружение, а это группировка, которая владеет триллионами собственности, которая становится бесхозной. Ну, а эти люди, я так думаю, начнут продавать Китаю все ресурсы, до которых смогут дотянуться просто. Да, вот они создают военные армии для гигантской борьбы за черный предел собственности. То есть картина 90-х годов, когда за собственность дрались солнцевские и подольские, она сейчас будет мультиплицирована в картину в битве нескольких вооруженных современным оружием армий. Вот это ближайшие перспективы России. Дай Бог би так відбулося, як сказав сьогодні наш поважний гість пан Андрій Піантковський. Дуже дякую вам. Час нашої програми сплив так непомітно, і в принципі ми все обговорили. Да, і дуже було цікаво. Я вам дуже вдячний. До нових зустрічей на каналі АТ. Спасибо, до новых встреч, да.